короткой видеопрезентации конференции исполнения национальных мелодий ингушской семьей, проживающей в Турции. Они ни разу не видели красоту родного края вживую, но даже находясь столь далеко, продолжают жить по заветам предков, соблюдая традиции и обычаи ингушей. Мария Мелхаруева в своем научном труде рассматривает разные аспекты жизни ингушской диаспоры в Турции, начиная со времен мухаджиров и до современности. Ее доклад – наглядный пример того, как значимо сохранение культурных особенностей в жизни каждого народа. Когда человек теряет свои обычаи и традиции, он уже теряет этническую принадлежность к данному народу. Вот как говорила 80-летняя старушка в Турции, она говорила, наши дети оказались посередине, они и не турки, и не ингуши. То есть свое потеряли, а чужое, как нужно усвоить, это, конечно, не получается. Важное место в культуре ингушского народа занимают уважение к старшим и бережное отношение к младшему. Говоря одним словом, ингушский «эздел». О значимости языка в жизни народа и говорить не стоит. Изучая обычаи и традиции в современной интерпретации, исследователи провели соцопрос. Так, в среднем суммировать, то приблизительно по самооценке респондентов, значит, ингушский язык достаточно хорошо знают в пределах 20%. Это очень мало, как мы видим. И более-менее, так сказать, на бытовом языке говорят 35-40%. И не знают или плохо знают остальные, там и затруднились ответить на этот вопрос. Культура без языка носит неполноценный характер, но не менее значимо сохранять единство среди многочисленных народов Кавказа, которое передается от поколения к поколению из глубины веков. В основу научных трудов ученые взяли литературные произведения известных классиков, которые писали о мужестве, силе духа и сплоченности кавказцев. Сравнивает кавказских людей, кавказский характер с дикой розой. На спаханном поле все погибло. Человек ради собственной пользы уничтожил тысячи растений, но эта дикая роза не умерла, она полна жизни. Обычаи современной ингушской семьи, свадебные обряды, соотношение религии и этноса в культуре народов Кавказа. Всего около 20 докладов на заданную тематику. В своих работах научные деятели республики затрагивают не только вопросы сохранения и развития ингушской культуры, но и проводят сравнительный анализ с традициями и обычаями других народов Северного Кавказа. Бацбицы Тушины жили в горной Тушете в 5 селах. Там, в высокогорье, им была характерна башенная архитектура, которая имеет черты сходства с нашей ингушской архитектурой. В 20-е годы 20 века они уже окончательно переселились. Но их массовое переселение с этих всех населенных пунктов началось в 19 веке. Ингушетия уникальный по своим этнокультурным характеристикам регион. Участники конференции традиции и обычаи народов Северного Кавказа солидарны в том, что объективное изучение ее традиций и обычаев – важнейшая научная и практическая задача. Ферида Миршоева, Магомед Дидигов, Новости 24.